Глава Башкортостана Ради Хабиров в рабочей поездке по столице региона Уфе. Отправляемся в Ленинский район. В программе Республиканская школа-интернат номер 5 спортивного профиля и первенство Республики Башкортостан по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет. Республиканскую школу-интернат номер 5 спортивного профиля построили в 1961 году, и ее давно уже нужно реконструировать. В этой школе 280 девчонок и мальчишек учат основным дисциплинам и вместе с тем их готовят сборные команды Республики Башкортостан и Российской Федерации по всем видам спорта. Здравствуйте. Геннадий Вячеславович, директор спортивной школы нашей. Это спортивная школа. Это спортивная школа-интернат номер 5. Построена она в 1961 году как школа для детей-речников, потому что микрорайон Затон. Вот. После этого, к сожалению, в 90-е годы она была перепрофилирована для проблемных детей и детей с задержкой психического развития. И уже в 1994 году было принято решение в республике открыть школу-интернат спортивного профиля. В 1996 году я пришел сюда работать директором, и мы начали уже развивать, культивировать конкретно как спортивный интернат. Была ранее муниципальная школа, сейчас она Да, была муниципальная, подчинялась Ленинскому району города Уфы, и сейчас она республиканская. У нас в Башкирии сколько таких? У нас спортивная только одна такого профиля. Да. Ну, когда открывали школу, естественно, надо было просто открыть спортивный интернат, поэтому здание, естественно, не приспособлено. У нас тогда и зала не было вообще, даже спортивного. Не просто плохой был, а его не было, спортивного зала. Поэтому вот эти все помещения, которые они есть, к сожалению, это 60-й год. В принципе, мы стараемся поддерживать какую-то любую Да. А это комната, да? Да. Здесь, Ради Фаридович, Аврора у нас открылась. Вот спортивное ядро Авроры, Центра развития талантов одаренных детей, находится именно здесь, в спортивной школе. Отремонтировали 6 кабинетов, 6 комнат для проживания ребятишек. Они как здесь? На субботу-воскресенье уезжают? Ну, как правило, суббота-воскресенье мы рекомендуем родителям забирать на субботу-воскресенье, но большинство детей, они просто не уезжают, потому что тренировочный процесс останавливать нельзя. У нас есть дети... Вот они вот здесь живут, да? Вот вопрос-то в том, мы поддерживаем порядок. У них свои У нас нету, да? каникулы. У нас каникулы, Ради Фаридович. Ну, а вот в любом случае, мебель только вот эта, да? К сожалению, такая. И 4 человека здесь, в принципе, по нормативам это не есть правильно. Но это старое здание 61 года постройки, здесь мы ничего не сделаем. В этом году здесь зону рекреации немножко подремонтировали. Но самое главное, конечно, появились нормальные санузлы. Душевые комнаты, это то, что было, это даже ни в какое сравнение не идет. Вот это тоже по Авроре, это делали буквально в каникулах, каникулярное время, выделили деньги, мы их сделали, чтобы ребята уже могли отдыхать, потому что все-таки 2 тренировки в день это очень много, это каждый день у нас практически, один день выходной. Какие виды спорта здесь? Здесь базовые 4 вида спорта, это у нас борьба, это у нас легкая атлетика, фехтование и бокс. Да. Кроме того, культивируются виды спорта, это у нас волейбол, футбол, гандбол, да. Это вот жилые комнаты. Любую, да. Это подсобное помещение. Без этого, да. Да, пожалуйста. Вот если мы с вами зашли в первую комнату, это уже было отремонтировано по программе «Аврора», здесь это обычно, потому что за те 60 лет, которые школа существует, ни одного капитального ремонта не проводилось. Это все, что мы делаем, поддерживаем это силами учителей. Сами у нас уже это как берем, все как дома делаем, подбеливаем, подкрашиваем, все. Но 4, вот здесь, по идее, по нормативным всем требованиям должно быть 2 кровати. 2 кровати. У нас 4. Угу. Здесь питание в столовой мы дойдем. Ну, здесь мы стараемся, потому что душ у нас нагрузку несет колоссальную, потому что 2 тренировки. Первая тренировка начинается у нас в 6:30. До начала уроков. Они должны успеть помыться, должны убраться в комнатах, позавтракать и идти уже. Поэтому нагрузка идет. Здесь мы пытаемся поддерживать то, как должно быть. Тут как, мальчики, девочки? Это этаж мальчиков, девочки на 3-м.
На третьем этаже девочки, он один-единственный, у нас их немного, из 280. Сколько в интернате живет? В интернате по нормативным, по документам у нас 280 человек, но спальных мест у нас всего 240 в связи с тем, что требования меняются санитарные. Ну и приходящие у нас 40 ребятишек. 40 человек приходящие, это уфимские. Но они на всех основаниях, точно так же полседьмого у них начинается тренировка, они все здесь. Первая тренировка, потом вторая, и все это пошло. Девочки у нас один этаж, отдельно мы не можем, ну, потому что это здание старое, штукатурка, она обваливается. Это вот к 1 сентября мы все это делали, естественно, подкрашивали. Туалеты современные, как это положено. Вот, это как раз вот в рамках «Авроры» отремонтировали. Здесь отличия, комнаты все те же самые, душевые все те же самые, но только отличие то, что они девочки, здесь есть еще комната гигиены. Дети в учебном, у нас разработана своя система, она уникальная, в республике никто не применяет, у нас дети учатся по блочной системе, это применяют, но блочная система, дети невыпускных классов сдают 2 раза в год сессию. Как в институте по билетам. Ну, вы понимаете, что такой спортсмен, он очень много пропускает. Это уже комплекс. здание современное, 2011 года. Здесь 4 спортивных зала. 4 спортивных зала. Комплекс построен за счет благотворительной помощи. Внебюджетные деньги, финансирование. Вот. Это вот один зал, да? Это один зал, он называется зал бадминтона и фехтования, то есть они, но в основном все равно здесь фехтование. Мы сюда пойдем, Геннадий Фаридович. Как раз вся сборная основная, которая сейчас 4 наших выпускника готовятся к Олимпийским играм в Токио. В Токио. Подойди к нам. Дай посмотреть, что такое твое оружие. Оружие дай посмотреть. Рапира. Ну и что, давно занимаешься? Сколько занимаешься? 3 года. 3 года. А на соревнованиях участвовала уже? Да. И как успехи? Хорошо. А здесь учишься, в этой школе? Нет, в другой. А, ты приходишь, получается, заниматься, да? Ну, молодец, успехов. А как зовут тебя? Меня Даша зовут. А фамилия? Горнакова. Как? Горнакова. Умничка. Здесь в рамках «Авроры» закуплено, Геннадий Фаридович, тоже оборудование. На самом деле уникальное для фехтования. Тренер, да? Да. Наша выпускница вернулась к нам работать. Да. А потом отучились где-то? Да, А где? в институте физкультуры. В нашем? Да, в нашем башкирском, да. Все здесь. Работаем на благо Родины. Да, спасибо. Приходит детишка, нет? Да, приходит. То есть вот каждый год интерес есть и этот. А всех берете или отбор идет какой-то? Берем всех, А потом а уже они потом уже, начинают да, выбывать, у да? каждого свои интересы, кто-то ходит там, в борьбу и так далее. То есть. Но вообще у нас очень много остается детишек. Здорово. Да. Помощь есть, спасибо. Удачи. Спасибо. Спасибо. Закупили оборудование очень приличное, но памятуя ваши слова, которые вы говорили, если закупать то самое лучшее, мы закупили итальянское оборудование, на котором проводят соревнования первенства мира Олимпийские игры. То есть оно самое современное. Такого в республике больше нет. Да, в У нас республике нет. фехтование это довольно серьезно. Очень серьезно. Ну, 4 человека готовятся к Олимпийским играм. Это как раз наши выпускники. Все 4. Один из них уже олимпийский чемпион, остальные все заслуженные мастера спорта. Кабинет русского языка и литературы. Но не во всем можем позволить себе интерактивные доски. Выходим. Здесь есть проектор, естественно, современный. Вот такие. Интерактивных досок 2 только. В связи с тем, что ездит очень много, мы вынуждены вот эти экзамены вести. И с гордостью могу сказать, за все время существования ЕГЭ и ОГЭ не было ни одного ребенка, который у нас не закончил школу. Ну и поступление на бюджет 80%. Поступление 80% на бюджет. И многие говорят немножко, ну, конечно, спортсмен. Не, прошло то время. Куда поступаете? У нас учатся и в нефтяном институте, и в Башкирский институт физкультуры, и в педуниверситет, и в БГУ поступают. То есть у нас разноплановые. А сколько мастеров спорта будет? В данный Мастеров момент есть или нет? есть 3-кратный победитель первенства мира по борьбе греплин.
Он учится сейчас в 10 классе. Мастер спорта, да? Да. 3 фехтовальщика мастера спорта. Фехтование, ну, на сегодняшний объективно, это самый сильный вид. Он действительно, потому что... А на тренировки они куда ездят? На Камышлинку будут? Здесь? Кто? У нас Вот Здесь? свои доска. 4 спортивных Да, зала. 4 спортзала. Если желание, заходите, пожалуйста, нет вопросов. Русского языка и литературы. Как вам кажется? Нормально работает. Я в этой школе работаю 19 лет. Да. Дети хорошие? Очень даже. Это вот спортсмены, да? Да? получается? В этом году у меня 9 класс. Половина ребят это гандбольная команда «Арбузат». Есть волейбол, новая команда. И Ну, стараются, борцы. учатся хорошо? Стараются? Да, в принципе, класс Не хороший. Да. хулиганят, да? Нет, нет. Они заняты спортом. Ну да, то есть это... Поэтому Все всё условия хорошо. есть, да? Тут, Ну, немножко, конечно, да. Немножко, да. тут- Хотелось бы лучше. Да, вот приехал посмотреть. Посмотрим, что. Мы обязательно что-то придумаем, потому что... ну, Спасибо вам. спасибо. Спасибо. Доброго Всего здоровья. доброго. До свидания. Основная проблема борцовских залов – это когда стелишь, убираешь и так далее. Вот они, манекены, да. Натуральная кожа. Когда я борцам своим сказал, что, говорю, мы по программе «Аврора» вам покупаем из натуральной кожи, они говорят, да такого быть не может. Я говорю, вот, пожалуйста, натуральная кожа, да. То есть это вот приобрели буквально в течение месяца. Здесь у нас занимается и тхэквондо, и дзюдо, здесь греко-римская борьба. За шторкой, но всегда боксеры, они же всегда отдельно, всегда им же надо. Детей не просто много, а очень много. Мы помимо наших интернатских во все свободное время с детскими спортивными школами у нас заключен договор о сетевом взаимодействии. И вот эти малыши, которые есть с микрорайона, вот они, маленькие, мы их сюда, потому что с улицы надо забрать. Конечно. Вот. А То есть потом... у вас вы работаете на город, работаете, получается? Ну, в большинстве Ну, на на микрорайон, да. микрорайон. Да, да, Он абсолютно. большой. Потому что больше ничего нет здесь у нас в микрорайоне Затон. Они сюда идут с удовольствием. И Да не только детей Затон, сюда очень и много. Дема Да. ездит. И Дема ездит, да, тоже географически сняется. Дальше идет. Леонид Иванович, наше предложение, вот если возможно, вот сейчас у нас вот этот корпус, он получается, да, вот этого нету. И вот здесь стоят гаражи, вот на месте вот желаемого здания. Мы предлагаем, ну, если есть возможность рассмотреть, надстройка, 4-й этаж. А зачем? Помещение необходимо дополнительное. Или спортивное? Вот переделать здесь, полностью здесь сделать у нас для проживания именно интернат, полностью учебный корпус. И вот этот пристрой, то есть дополнительное у нас помещение. И плюс нужна гостиница. Вот мы предлагаем на месте вот как раз... Здесь программа «Аврора», она подразумевает постоянно круглогодичное проведение учебно-тренировочных сборов. Поэтому здесь вопрос, когда мы говорим, не только наши будут дети, а будут мы со всей республики будем детей собирать. Самый первый и основной вопрос, мы с вами заходили в спальные корпуса, но не могут там 4 человека жить, где 2. Это первый вариант. Мои ребята тоже выезжают на соревнования в Татарию, в Челябинскую область, в Волгоградскую. Они в таких же интернатах живут, они говорят, но мы заходим, есть душ, есть туалет в комнате, но мы в конце концов в 21 веке ведь живем уже. А у нас этого нет и, ну, по большому счету, только при вот этой реконструкции у нас на сегодняшний день есть проект готовый, но он 2013 года, он даже согласован со всеми службами. Если весь полностью 560, да, с гостиницей, с реконструкцией. Гостиница 150. То есть если гостиницу минусовать, то 410. Столовая должна, она без разговоров. У нас столовая, если 280 человек, должны сразу в одну смену ходить. Это по нормам. У нас 90, всего на 96 человек. То есть 3 смены. Ее менять однозначно надо. Здесь мы делаем учебный корпус, и для спортивного интерната должен быть медицинский блок. Министерство в рамках того, что если закладывали что-нибудь, нет? Нет, нет. То есть это дополнительно? Да, дополнительно. Хороший спортсмен бывает такой, но очень... Я все понял. Я Всё. этот, там этот, я в понедельник на стройчас поставлю вопрос. Там приходите, ладно? Там вот этот доложите, позвоните этому Марат Федаевичу, чтобы поездку вас поставил на стройчас в понедельник. Давайте там обсудим, вот, что да как, какие у нас возможности. Точно совершенно надо сюда вмешиваться. Сразу не получится вот такими большими, но если поэтапная какую-то историю, понемножку.
Да, посмотрим. Давайте тогда настрой час. Спасибо. Давайте вот настрой час обсудим. Райтфрич, вы приняли сразу решение на стройчас пригласить? Ну вот как раз я-то никакого решения не принял. Я пригласил на стройчас, где мы, знаете, комплексно все это вот обсудим с участием строителей, что важно, потому что здесь нужен взгляд профессионалов. Добрый день, уважаемые гости, судейская комиссия, спортсмены, тренерский состав, жители и гости нашего города. Мы искренне рады приветствовать вас на торжественном открытии первенства Республики Башкортостан по спортивной греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет в гостеприимном спортивном комплексе Республиканской школы-интерната спортивного профиля номер 5. Слово имеет Радий Фаритович Кабиров. Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, уважаемые тренеры, ветераны спорта. Добрый день, дорогие спортсмены. Для меня большая честь, и я с большим удовольствием уже второй раз принимаю участие в открытии первенства республики по греко-римской борьбе. Для меня это личная история, и, наверное, в какой-то степени буду развивать и поддерживать борьбу именно в нашей республике. Я хотел поделиться кратко нашими планами, какие есть на развитие борьбы. Вы знаете, что мы уже запроектировали и весной начнем строительство дворца борьбы. Это уникальный спортивный объект, 19 ковров. Это даст толчок опять, мне кажется, чтобы 1000 мальчишек пришли с улицы и занимались борьбой. Вы знаете, что мы совместно с Федерацией борьбы Российской Федерации ведем проект «Спортивная борьба в школах». Уже у нас есть 16 школ. В этом году мы включим в этот проект 47 школ. Это 47 ковров, это 47 тренеров, это опять 1000 детишек будут заниматься нашим любимым видом спорта. Я хотел сказать, что в этом году мы также для того, чтобы развивать борьбу и другие виды спорта в наших селах, мы ввели программу «Сельский тренер», которая предполагает, если тренер идет и работает в сельской территории, получает от нас грант 600 000 рублей и, соответственно, работает с детишками в селе, потому что в селе тоже меня постоянно просят, чтобы были спортсмены. Сегодня я, прежде всего, хотел поблагодарить ветеранов спорта, хотел поблагодарить тренеров, моего дорогого личного тренера Александра Николаевича, потому что эти люди делают очень много для того, чтобы наша республика процветала, чтобы наши мальчишки, девчонки были сильными, справедливыми и просто хорошими людьми. Я ребятам-спортсменам хочу пожелать спортивной, честной борьбы, биться до конца, рубиться до конца, как говорится. Ну и, конечно, спортивной удачи. Будьте здоровы и всем побед. Пусть победит сильнейший. Спасибо, Радий Фаритович. Слово Борису Владимировичу Беляеву. Дорогие друзья, уважаемые ветераны, мы, в свою очередь, обещаем максимально привлечь детишек в этот вид спорта и показать хорошие, достойные результаты не только в Республике Башкортостан, но и на уровне Российской Федерации, на уровне всего мирового сообщества. Дорогие друзья, я желаю вам побед, успехов и самого крепкого здоровья. Спасибо. Спасибо, Борис Владимирович. Соревнования сегодня – это первые официальные соревнования в наступившем 2020 году. Они являются своеобразным подведением итогов ушедшего 2019 года. Лучшими из лучших возрастной категории юношей до 18 лет признаны члены сборной России по спортивной греко-римской борьбе. Шамилов Эрик, Арикян Аркадий, Дудушев Хамзат, Арстанов Мурат. Равнение на лучших. Первенство Республики Башкортостан по спортивной греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет считается открытым.
А между кем и кем соревнования, скажите, пожалуйста? Оба представители города Белорецк. Ну вот, друзья, а борются? Борьба за выход в финал. Ну, у них получается? Получается. Пока у синего получается, он ведет 9-3 счет. Победу одержал Логинов Алексей, Белорецк. И стал вторым финалистом в весовой категории до 65 килограмм. Ребят, здравствуйте. Как сложно было? Нормально. А кто из вас победил? По-честному? Честно. Если признаете, значит точно по-честному. А где вы тренируетесь в Белорецке? В спортивном зале. Спортивная школа? Да. А есть где заниматься в Башкортостане спортом, если есть желание? Да, конечно. Главное желание. А там найдется, где потренироваться. Много мест. Будете представлять республику дальше? Да, на ПФО, на России. Есть шансы у нас. Шансы есть всегда. Спасибо. Хороший захват! Соберись, Артур, собери! Тебя поддавливать будет! Ваш на ковре? Да. Откуда? Агидель, красный трико. В красном трико и как? Ну, ведет встречу 7-1. Волнуетесь? Волнуемся, конечно. Я думаю, все тренеры волнуются. А почему? Ну, наше воспитание, переживаем, показывают, как бы, ну, какую работу мы проделали, как готовились, как подготовились, как подошли к этим соревнованиям. Так, что там происходит на ковре? Сейчас перерыв. Ваш ведет? Да. Собери, Что вы такое хитрое сделали со спортсменом? Почему? Массаж? Ну да, так встряхнули немножко. Мышцы забиваются, поэтому. Ну что, желаю вам победы. Спасибо большое. Так же работает! Не останавливайся, понял? Не останавливайся, говорит! Забирай руку! Братья Фрич, позвольте. Но мы же не только борьбе уделяем внимание и боксу. Ну, скажем так. А то уже немножечко мнение такое собирается в Башкортостане, что поскольку увлекались борьбой, этому виду спорта больше всего внимания. Самое главное, да, конечно, я уделяю, наверное, больше, чем другим видам. Я имею в виду мои эмоции. Ну, так сложилось, что я сам занимался и такую стойкую любовь к борьбе испытываю. Но это не в ущерб другим видам спорта, сразу говорю. Но, конечно, здесь я вижу еще ценность этого вида спорта для парней. Это один из лучших видов спорта для того, чтобы человек формировался очень достойным, нормальным мужчиной, понимаете? Вот. Но мы строим другие объекты по другим видам спорта. Да, я бы сказал, да. Мы весной уже начнут работать над фундаментом, вот, поэтому... Над фундаментом чего? Над фундаментом дворца борьбы. Но у нас же и волейбол, и гимнастика будет. У нас 3 больших объекта начинает строиться: волейбол, гимнастика и борьба.